Смотрите в программе. Ограничительные меры, связанные с коронавирусом, решено продлить в Якутии. Между тем, перепись населения перенесли. Следующая планируемая дата – апрель 2021 года. Новый бренд появился в Якутии. Ленские разработчики сегодня представили свое творение, не имеющую аналогов аэролодку «Индигирка 500». Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. 44 новых случая заболевания COVID-19 зафиксировано в Якутии за минувшие сутки. Из них 20 в Якутске, 5 в Оленёкском районе и по 3 в Мирнинском и Мегино-Кангаласском. По 2 и единичные случаи также в других районах. На сегодня 25 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, из них 4 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня в ходе брифинга сообщил глава Якутии Айсан Николаев. Он также отметил, что с 16 августа наблюдается стабильное снижение заболеваний. Особенно в столице республики, на которую ранее приходилось более 80% новых заболевших. Тем не менее, ситуация остается напряженной. Коэффициент распространения инфекции колеблется от 0,9 до единицы. В связи с этим будет подписан указ о продлении ограничительных мер. Но между тем предусмотрят послабления для культурных учреждений региона. Ко мне поступает много вопросов по работе бассейнов, по работе кинотеатров. По ним принято решение, что все-таки мы будем их открывать при стабилизации ситуации с 15 сентября. Также Айсан Николаев рассказал о порядке обучения школьников, дошкольников и студентов. Детские сады будут работать в обычном режиме. Очные занятия в СУЗах и вузах Якутии будут посещать только студенты первых курсов. Все остальные курсы будут учиться дистанционно или проходить практику. Мера продлится в течение сентября. Если ситуация стабилизируется, то с 1 октября они вернутся к обычному режиму работы. Больше всего вопросов у якутян касается школ. Глава пояснил, как будет организован учебный процесс в них. Принято решение, что школы в населенных пунктах до 5000 человек будут работать в обычном режиме, без никаких нововведений. Конечно, с соблюдением тех санитарных норм, которые сегодня уже есть, масочный режим, обеззараживание воздуха. По школам в населенных пунктах, где свыше 5000 человек, принято решение рекомендовать муниципальным районам и городским округам в случае необходимости принимать решение, что в очной форме будут учиться классы с 1 по 4, то есть начальная школа, и 9 и 11 классы. По основным предметам 9 и 11 класс. Остальные дети могут учиться в дистанционном режиме, но опять же при необходимости могут какие-то курсы, уроки проходить уже в очной форме в школах. Но хочу обратить внимание, что это только рекомендация. Окончательное решение принимают главы муниципальных районов и городских округов на местах. В частности, по городу Якутску мы сегодня обсудили с мэром города. Принято решение, что по поселкам, которые входят в городской округ, по селам, дети будут учиться в нормальном режиме, так как обычно, а вот центральной части города как раз по тому режиму, который нами рекомендован. Массовая вакцинация стартовала сегодня в Якутии. Охватить бесплатными прививками планируется 60% населения. Первая партия вакцин от гриппа и ОРВИ поступила в количестве 11 тысяч штук. Остальное поступит в ближайшее время. Первый этап начался на прошлой неделе. Вакцину получили медработники и дети в определенных группах. Завершиться прививочная кампания должна до 15 октября. Всем детям, которые посещают детские дошкольные образовательные учреждения, мы сделаем вакцинацию на местах, это в детских садах. Там же мы им проведем туберкулинную диагностику, пробу МАНТУ, и там же мы им проведем медицинский осмотр перед поступлением в садик. Они теперь в поликлинику приходить за справками не будут. Школьникам мы тоже всем проведем вакцинацию на местах, и там же мы проведем медицинский осмотр школьников всех. Что касается взрослого населения, то всех работающих мы проведем вакцинацию на рабочих местах. Для населения, которое не работает, мы организовали 2 кабинета с отдельными входами, где будут проводить вакцинацию. Всероссийская перепись населения из-за пандемии коронавируса перенесена с октября этого года на апрель следующего. Планируется, что в ходе нее переписчики будут использовать электронные планшеты, а желающие смогут самостоятельно пройти интернет-перепись.
Все пройдет безопасно и комфортно для жителей страны. Заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Павел Смелов в ходе рабочей поездки в Якутию отметил высокий уровень готовности жителей нашего региона принять активное участие в предстоящей переписи населения именно в дистанционном формате. Если посмотреть, допустим, результаты пробной переписи, которые мы проводили в Якутии в 2018 году, то порядка 10% уже тогда без особой рекламы, без особого информирования воспользовались возможностью и переписали заполнили тестовый лист на портале госуслуг. В этот раз мы ожидаем, что будет гораздо больше, потому что мы видим, что сейчас граждане активно используют портал госуслуг в связи со всей этой пандемией, и в принципе они поняли, что это удобно, не надо никуда ходить, собирать бумажки, можно любую услугу практически получить через этот портал. Соответственно, и с переписью мы ожидаем то же самое, что зачем ожидать переписчика или идти куда-то на стационарный участок, легче с семьей дома сесть и заполнить всем вместе этот переписной лист. Реализацию первых проектов, основанных на принципах бережливого производства, завершили в Якутии. Их создают в рамках проекта госкорпорации «Росатом. Эффективный регион». О промежуточных итогах и планах на развитие Юрий Осипов. Якутия подключилась к проекту «Эффективный регион» в октябре прошлого года. Уже в начале этого года на базе 4 предприятий республики начали реализовывать проекты на основе принципов бережливого производства. Основные цели эффективного региона – это повышение качества предоставляемых услуг гражданам, это распространение принципов бережливого производства, которые основаны на постоянном улучшении и сокращении потерь во всех процессах. Рассматривается любой процесс в организации или на предприятии, и путем устранения и выявления всех видов потерь сокращается его время протекания. Одним из пионеров проекта «Эффективный регион» в Якутии стало акционерное общество «Водоканал». Здесь в начале 2020 года взялись за реализацию сразу 4 проектов. Сегодня 3 из них на стадии завершения, а проект по оптимизации сбора платежей уже реализован. В рамках этого внедрено направление квитанций в электронном виде. Это позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на получение квитанций и оплату счетов. У нас квитанции, например, человек не получал по электронной почте. А сейчас он получает, и у нас сокращение этого процесса, оно существенно сократилось. То есть, если человек раньше тратил время на то, чтобы приехать в центр обслуживания населения, который у нас находится в Сбербанке, чтобы получить эту квитанцию, он затрачивал около 3 часов. А сейчас, получается, это практически за 5 минут все это делается. Поэтому этот проект у нас реализован полностью. Весной этого года к проекту присоединился Якутский автодорожный техникум. Здесь сегодня работают над тем, чтобы упростить процессы документооборота при поступлении и завершении образования. Если мы рассмотрим этот процесс, конечно, это же требует времени по приему документов, оформлению, выдаче документов, по оплате, по составлению договоров, по выставлению счетов и так далее. Да? Значит, внедрение бережливого производства позволит нам в разы сократить время и повысить культуру обслуживания наших клиентов. Основная задача проекта «Эффективный регион» – повышение производительности труда и рентабельности производства. И количество его участников постоянно увеличивается. На сегодня это уже около 20 предприятий и организаций, в которых реализуется около 40 проектов. В планах внедрить проект во все отрасли республики. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Подготовка к отопительному сезону в Мирном завершена на 90%. Первым делом будут подключены общеобразовательные учреждения и больницы. Власти города обещают, что срывов в подаче тепла не будет. Подробности узнаем у Марферины Алексеевой. Подготовительные работы к отопительному сезону практически закончены. Готовиться к холодам начали еще весной. Замена труб, техническое обслуживание систем, произведена замена насосного оборудования. В общем, было выполнено более 200 ремонтных мероприятий. Подготовлены котельные. В данное время действует котельная промзоны. Подготовлена котельная северо-восточная к запуску. К концу этой недели она будет уже запускаться по информации от ООО ПТВС. Все трансформаторные подстанции, сети электроснабжения тоже также отремонтированы, готовы к запуску к новому сезону.
В этом году была решена давняя актуальная проблема. Для того, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение всего города, было решено заменить и поднять из-под земли ветхие трубы центральной магистрали. Для этого на рудовозной дороге был сооружен надземный переход. Это должно предотвратить проблему образования наледи и разлива грунтовых вод. Новшество и улучшение качества системы горячего водоснабжения обеспечено и для жителей поселка Газовиков. Здесь произведена замена ветхого насосного оборудования. Мы поменяли насос на более мощный, на горячее водоснабжение, чтобы улучшить качество горячей воды. Из-за того, что очень мало потребителей горячей воды, расход был очень маленький и вода застаивалась, то есть приходил некачественный вид. Надеемся, что с увеличением циркуляции воды, вода будет более качественной. Подача тепла к объектам здравоохранения, социальной и образовательной сферы планируется 2 и 3 сентября. А 7 и 8 сентября теплом обеспечит жилой фонд и промышленные предприятия. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Аэролодка «Индигирка» – новый бренд Якутии. Она ходит по воде, льду, снегу и болотистой местности. При объеме двигателя 1,5 литра лодка может развивать скорость почти до 100 км в час. Помимо характеристик, по многим характеристикам она не имеет аналогов в мире. А самое главное, все запчасти всегда можно найти в любом сервисном центре. Уникальные по своим техническим характеристикам аэролодки собрала группа конструкторов в Ленском районе на базе Якутского технопарка. Идея создания появилась 1,5 года назад, после очередной рыбалки и, как сказать, прохождения на аналогичных лодках по рекам. То есть мы увидели очень много недостатков, хотелось это изменить все. И мы сделали принципиально другую конструкцию. То есть здесь другие материалы, другой подход. Здесь больше подход к авиационный, самолетный. Поэтому применены стали, АМГ, проводка авиационная, автоматы защиты Ту-154 авиационные. То есть тут больше авиационный подход. Национальному парку «Ленские столбы» 25 лет. Четверть века назад правительство постановило организовать его на территориях Хангаласского и Алекминского районов. Ленские столбы являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО с 2012 года. А с прошлого года парк стал федеральным учреждением. Торжественное мероприятие сегодня началось с традиционного якутского обряда «Алгыс». Далее с поздравительной речью выступили первые лица Якутии. В честь памятной даты торжественно открыли камень с образцами кембрия. Кроме того, в память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне в честь 75-й годовщины Победы установлена СРГ. Уважаемые гости. И на этом пока вся информация. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.